Аят Эдигос бин Буабуар 7 февраля 23 года от Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Как создавалась Чеченская Республика с 16 января 1994 года, Чеченская Республика Ичкерия. Текст по пунктам. Война и ума доуз диез вежери, ежери, войга иштахум ол, войн и ум цаха. Так, например, дуклеган информацию, дуклеган факт чукуза, войн еще. И сеньяш и хунд дешлю. Для того, чтобы ويك تعموتا ألشا ويتان دحل دالا أرجومنت خليس وين خاديز وبوبو زكون وي باتشالق تنديلا تغنا وي رزبراتيني جار آيات إديجوسا تير سايت يشوني وي президиуме сайт تاع دوشني أس سا يوتيوب تاع раздели сообщества шун чуилен сокращенную версию по ссылке шу дио модульна цу сайты вой официальный сайт Президиума правительства. Сутяишун информация. Мух колелла по фактам. Сейчас сколько у нас? 43 минуты мы в эфире. Значит, приблизительно минут 20-30 это займет. Что важно душунар? Это юх как YouTube чахиришунар запись. Что важно душунар? Хашун. Мюлух чхайна ссылка коре любой аргументированно с документами ответить да ишхри. Итак, поехали. По пунктам япана узах буабушун бин. В одном из 3 законов Верховного Совета СССР от 24.04.1990 года о разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации, статья номер 1, сказано, что автономные республики и советские социалистические государства являются субъектами СССР, то есть вой автономные юбошел республики, союзные республики, цатер юбок, все являемся субъектами СССР. В соответствии указанных 3 законов Верховный Совет СССР к 15 союзным республикам прибавились еще 20 республик, государства, являющиеся субъектами СССР. 12 июня 1990 года одна из прежних 15 союзных республик РСФСР, в составе которой прежде была Чечено-Ингушская автономия, тоже приняла свою декларацию о государственном суверенитете РСФСР в рамках законов СССР. Согласно положениям этой декларации, автономным республикам из состава этой союзной республики, насильно присоединенным к РСФСР в советский период, представлялось право провозглашения своего суверенитета и построение своего независимого государства. Так, собор дилаш асашуна о YouTube чаболчана, ой гурдулш эу, он дидовой. Вот так это мы сделаем. Чтобы было видно, Дион. Хаусел, харвай нах бушун. Бьючт он бушун. 8 июля 95 год душун. Шествие против российской агрессии в Чеченской Республике Ичкерия. Хаусел и нах бьючт он бушун. Гала гаской бушун. Вай оккупировать или чушун. И шадул Адама шаш против войны, против оккупации Эрбойль бушун. Хайо жок, кто бушун цагучан, чаболчан босс. Минутки чушел подземный переход, туннель чул, что ты вачубиш, один далец, нет, далец, адош адамду. Несколько сот адамду, тысяч может быть. Так, чтобы было с самого начала, вот аят Эдигов, как создавалась Чеченская Республика 16 января 1994 года, Чеченская Республика Ичкерия. Тест по пунктам. Правовой момент, важный, дни, шедул дни правовой ду.
ويتو برو وهمان دع ويخلد لا قيتا تصدو ممنش قيتا اشتا رزيس خلدو يومش но государство ештала венч о необходимо штош хара ой от снага от президиуму кична ой сохранить den дор шайдолума вот я дух бол бина дух ахегду последний этап перед омбар дин кам подключиться дин томбеш а до этого шадик формировать деш кирт кеч деш шадик деш по букве по духу закона шадик хадинаша ой уже шадик идеально до и es schon nicht и процесса СССР Йолха Нюшунис. Юга Зюшун СССР. Еще СССР существует. Хуза Хубо. Шитол июня 90 года одна из прежних 15 союзных республик РСФСР, в состав которых прежде всего была Чечено-Ингушская автономия, тоже приняла свою декларацию о государственном суверенитете. То есть вы до шей РСФСРу шеше государственный суверенитет объявите на ше отдельный субъект. В рамках законов СССР, согласно положениям этой декларации, автономным республикам из состава этой союзной республики, насильственно присоединенным к РСФСР в советский период, предоставлялось право провозглашения своего суверенитета и построения своего независимого государства. То есть не просто вейн ли андиндуис, цен целуша, но цер бокулуш, цер магамогич диндуи, цер хупланер, хинцюшун из план. Чтобы спасти Россию, они что делают? Разойтись, чтобы сойти. Китишу, разойтись, развалиться, дуя юх СНГ, ирк церцунах, юх оушах китер ценис делоте, цац эго, ну ше агентури сенцер. Китишу. Цундела хинца издеш бушуниш. Хинц вай народ национальный, особенно Дагестане, Ичкери, Ингушетии, Кабардин-Балкарии, Татарстане, Кичана, шейна даит бояч бушуниш. Чтобы потом объединить снова обратно. Шейна даит, мин шей контроля хирбош, КГБ контроля хирбош. Издерца цухайна динега. Но это другая история, хоть я дик дуишой. Второе. В городе Грозном 23-25 ноября 90 года, Советский Союз еще существует, обращаю ваше внимание, прошел общенациональный съезд чеченского народа и принял декларацию о государственном суверенитете Нохчичуе, традиционный референдум по принципу один делегат от 1000 человек со всего мира. Съезд образовал исполком ОСЧН. Общенациональный съезд чеченского народа. Фактически делегат балан царь голосование, как в Америке. В Америке сперва выборщик хоржнер, отцу выборщик уже президент хорж. Приблизительно из системы цены вы векалшбуй и векалшда балан царь бин кашбу. 90-й год Советский Союз юшунинца Дудаев президент уачум, Дудаев советский генерал ушунинца, Заугаев ушун хакам, ой ночи Ингушети, ночи голова республики. Действующий третье, действующий в ЧССР в тот период власть Верховный Совет Чечено-Ингушской ССР во главе с Заугаевым 27 ноября 90 года также принял декларацию о государственном суверенитете и объявил о новом статусе независимой Чеченской республики независимой республики ЧИР, Чечено-Ингушская республика, но в соответствии с международным правом. Для решения этого вопроса необходимо было признание от власти Кремля Горбачева, как и в отношении трех Балтийских республик, Литвы, Латвии и Эстонии, которые были признаны независимыми суверенными государствами, этого не было. И Чечено-Ингушская республика планировала 20 августа 1991 года в Москве подписать новый союзный договор о преобразовании СССР. Однако против Горбачева выступило его окружение, и 19 августа 1991 года
с путчем ГКЧП, Государственный комитет чрезвычайного положения, потерпевший поражение от народа. Завгаев был один из лидеров, который заявлял о нашем суверенитете. Советский ставленник был лидером. Мятежный, генеральный, войца, незаконно, умшдеши. Все делалось в соответствии с международным правом и советскими законами. От целцель Марта сметкцабюч, шадик не истинду, ом желание есть. Но Завгаев судил. Завгаева Горбачев эво целоче, ГКЧП эво ляц и духальвейлер. Глава Верховного Совета Чеченской Республики, Чечено-Ингушской Республики Дока Завгаев тогда проявил себя нерешительно и оказался с путчистами. Против этого предательства народ вышел на площади и улицы городов Чечении. Пятое. В результате Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики 6 сентября 1991 года добровольно сложил в себя полномочия, но при распуске он образовал так называемый Временный Высший Совет Чечено-Ингушской Республики из 30 депутатов, которому незаконно поручалось провести выборы новой власти республики. Ому адам эраделла Завгаевик дауэл альша даулшена цера Временный Высший Совет незаконно, потому что ому дауэл бог коммунист шхилла. Советский Союз Юшунинца Цухена. 6 сентября 1991 года Советский Союз еще как существует. Вот даже декабря объедаться Советский Союз официально. Уже дает юг шляхче ситуацию, но формально он еще существует, Советский Союз. То есть, ому эра доля Завгаев дахакак. Потому что из-за коммунистов. Понятно, да? Однако Временный Высший Совет Чечено-Ингушской Республики тайно от исполкома ОСЧН согласовал все свои действия с властью Верховного Совета РСФСР. Делалось это вопреки того, что Чечено-Ингушская Республика 27 ноября 1990 года подтвердила о своем выходе из состава РСФСР и против изменений поправок по этому вопросу 24 мая 1991 года в свою Конституцию Верховного Совета РСФСР. То есть в РСФСР доча от Завгаева Кольнанел и Временный Высший Совет, незаконный орган. Он дальше, что эдал дадох ждала, кому дадела Верховный Совет, что дает шала, кам эрадел, ком демократии моювай, кому Бог дади, что эдал. И эдал дадол шейнметен и Временный Высший Совет, незаконно. Пошхер бушунал. Фактически, да собой лакуш. Дальше и дальше дитанцар, но к Временный Высший Совет ту шеш до эдал элла, что шекерер да цахиц, и динацарис. И царь дича РСФСР юкирвай эрдойл долша. 27 ноября 90 года эрма дойли уже РСФСР юкира. Шеве грезовол, что против воч, кому, ши делегач бойтан, выборщик бойтан, викалш бойтан. Шадега, все прошло идеально. Они создают тайна с РСФСР, как будто у этих РФСР, а должно РСФСР, а должно царь болбеш будешь. А мы не являемся уже РСФСР с 27 ноября 90 года. Съезд, Общенациональный съезд чеченского народа, переименованный ОКЧН, Общенациональный конгресс чеченского народа, на своем третьем созыве в сентябре 1991 года 97,3% подтвердил решение Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики от 27 ноября 1990 года о независимости Чеченской Республики. На этом же заседании ОКЧН назначил законодательный орган Временный Совет из числа бывших депутатов Чеченской Республики
СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской республики для выработки и принятия ими основополагающих законодательных актов. Была сформирована Центральная избирательная комиссия и 27 октября 1991 года в присутствии 26 иностранных наблюдателей и представителей 38 государств мира прошли выборы при свободном волеизъявлении чеченского народа с соблюдением всех норм демократии, избрав президента 90,1% и парламент 72% новой Чеченской республики. Выборы были признаны состоявшимися. Все. 27 октября 1991 года. Советский Союз хинца Йолш Юшун. Хэшду еще? Декабря Даяльшун. Советский Союз. Вы уже РСФСР эрадоль, вы президент, вы парламент, вы независимость объявите из Советского Союза. Мы вышли из России, ол цацболча. Россия, Мадойлашу, Россия, вы же вышли из России, мы не вышли из Российской Федерации, Россия. Мы вышли из Советского Союза. Одни из самых первых, самые первые вышли, вы независимость, вы государство объявите. Из важных, что ты тот твой гум. Международное заключение о выборах. Ссылку, шун гайт лесон. Постановление о Центральной избирательной комиссии Чеченской Республики об итогах выборов президента Чеченской Республики. В соответствии с законом о выборах президента Чеченской Республики 27 октября 1991 года состоялись выборы президента. В выборах приняли участие 458 144 избирателя, что составляет 72% от общего числа избирателей 638 608. Рассмотрев материалы, представленные участковыми избирательными комиссиями по выборам президента Чеченской Республики, Центральная избирательная комиссия, руководствуясь статьями 27-28 Закона о выборах президента Чеченской Республики, постановила выборы президента Чеченской Республики признать состоявшимися, считать избранным президентом Чеченской Республики Джохара Мусаевича Дудаева, избравшего по итогам выборов над большее количество голосов 412 671, что составило 90,1% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Настоящее постановление опубликовать в печати. Председатель Центральной избирательной комиссии Акбулатов, секретарь Центральной избирательной комиссии Керимов, С. Керимов, З. Акбулатов. 29 октября 1991 года, город Грозный. Акт. 28 октября 1991 года, город Грозный. Оценки результатов выборов президента и парламента Чеченской Республики, проведенные независимыми международными наблюдателями. 27 октября 1991 года состоялись выборы президента Чеченской Республики. Выборы проходили под контролем независимых наблюдателей, а также представителей международных и местной прессы. Наблюдатели и журналисты имели возможность беспрепятственно контролировать ход выборов на всех стадиях, во всех районах республики. В ходе наблюдения было установлено следующее. Существенных нарушений, могущих повлиять на итоги выборов, выявлено не было. Отмечена высокая активность избирателей, которые не подвергались принуждению и имели условия для свободного волеизъявления. Несмотря на блокирование отдельных избирательных участков, а также других случаев нарушения избирательных прав граждан со стороны местных советских органов, самоотверженная работа членов избирательных комиссий всех уровней позволила успешно провести выборы.
Наблюдатели подтверждают, что выборы в целом протекали в соответствии с требованиями закона о выборах и на достаточно высоком профессиональном уровне. Руководитель группы наблюдателей, председатель ЦИК Республика Грузия А. Чиракадзе, эксперт Организации непредставленных народов П. Волконский, Эстония, члены Верховного Совета Республики Грузия М. Кикнадзе, Д. Гокадзе. Так, друзья, из-за цадушина. Что будешь делать? Это что, важный момент, шишуниш. Война, массана, йоуз еще, ха и еще шунаш. Так, возвращаемся к нашему основному тексту. Ашуна декларация шайга цагайта асхара гайтисар. Смотрите, второй пункт авая, что 23-25 ноября 90 года прошел общенациональный съезд чеченского народа, потом который был переименован ОКЧН, общенациональный. Сега хиллёла референдум юйцвай. Принял декларацию о государственном суверенитете, но чуть-чуть традиционный референдум по принципу один делегат от 1000 человек со всего мира. Декларация о государственном суверенитете. Но чуть-чуть референдум ОСЧН 25 ноября 90 года. А то кардюц, что референдум, шцаири, незаконно, дери. Это все обман. Полностью. Инс Украине просто ваншадега таган. Дуньяну дарик ждаться олш. غاسقي اش بوچا بوش وين شادق مدار حقوش دو وين قد دق خلدا يلا تاع دقو هما اشتم دادا انسان цундела эш бурцер, что незаконно дари референдум яцари шунис эрца дойлари бо. Ну обычно раски балабольство есть, да. Но в это мы, чтобы это все развеять, давайте вот посмотрим. Декларация о государственном суверенитете, но чуть-чуть. Референдум ОСЧН 25 ноября 90 года. Декларация общенационального съезда чеченского народа. Настоящий съезд, исходя из естественного, священного и неприкосновенного права чеченского народа на самоопределение, выражая суверенную волю чеченского народа, сознавая историческую ответственность за судьбу чеченского народа, а также в целях создания необходимых условий для его свободного и всестороннего дальнейшего развития, проявляя заботу о сохранении и развитии чеченского этноса, уважая права и интересы всех представителей других народов, проживающих в республике, торжественно провозглашает государственный суверенитет Нохчи-Чуэ. Город Грозный, 25 ноября 1990 года. 90-й год. Что еще? 90-й год. Это еще Советский Союз существует. Астунделю его, чтобы напоминать. Да, Советский Союз существует. Также была принята декларация, Хариор, третий пункт, во главе с Завгаевым 27 ноября также была принята декларация о государственном суверенитете. Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики, выражая волю народа Чечено-Ингушетии, сознавая историческую ответственность за судьбу чеченского и ингушского народов и их национальной государственности, уважая права и интересы представителей всех национальностей, проживающих в Чечено-Ингушетии, в целях создания условий для полноценного политического, экономического, социального и культурного развития народа, торжественно провозглашает государственный суверенитет Чечено-Ингушской Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство. Статья 1. Чечено-Ингушская Республика есть суверенное государство, созданное в результате самоопределения чеченского и ингушского народов. Суверенитет Чечено-Ингушской Республики естественное и необходимое существование государственности Чечено-Ингушетии. Статья 2. Государственный суверенитет Чечено-Ингушская Республика провозглашает во имя высших целей обеспечить каждому народу неотъемлемые права на достойную жизнь, свободное развитие. Ну и так далее.
чтобы вы понимали, здесь обведенный дуишен. Статья 10. Чечено-Ингушская республика считает недопустимым проявление какой бы то ни было форме дискриминации личности и актов геноцида по отношению к любому народу, осуждая проявление в прошлом акт геноцида и отношения чеченцев, ингушей и других народов СССР. Чечено-Ингушская республика оставляет за собой право на возмещение морального и материального ущерба, причиненного республике и ее народу в 1944-1957 годах. Ой, депортации, наханюсь. И статья 17. Территория Чечено-Ингушской республики не может быть изменена, использована без ее согласия. Чечено-Ингушская республика подтверждает справедливое требование ингушского народа о восстановлении национальной, государственной и необходимость решения вопроса возврата территорий, принадлежащих ему и отторгнутых в результате сталинских репрессий пригородного района и части территории Малгобекского района в пределах их бывших республик, а также правобережной части города Орджоникидзе, Владикавказа. Союзный договор будет подписан Чечено-Ингушской республике после решения вопроса возврата отторгнутых территорий Ингушетии. Территориальные споры Чечено-Ингушской республики с другими республиками решаются только путем переговоров. Чечено-Ингушская республика самостоятельно определяет свои административно-территориальные и национально-территориальные деления. Статья 18. Чечено-Ингушская республика имеет атрибуты суверенного государства, гражданство, герб, флаг, гимн и столицу. Декларация принята на внеочередной 4-й сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской республики 27 ноября 1990 года. Советский Союз существует. Заугаевс бешбол буалбушун хар. Видите что? Хар Заугаевс. Заугаеве буалбушун. Советский чейр буалбушун. Мятежный генеральный там какой-то там незаконный захват власти, боштолмш. Этига децершунис. Этига децершун. Но советский айдол Беллубуй Заугаева, они хотели перехватить инициативу в движение Гушерцен, независимость, иш машу, иш дуйцангур, и они хотели перехватить инициативу. И им удалось это сделать в какой-то степени. Заугаев его поддержки улелер, Заугаева там, да, движение улелер. Но Заугаев говорит, долгалта демократический путь барнохчан бизек. Оми хоч, диктатуре айн, мадари Советский Союз, диктатуре. А война демократии езер, потому что ночи по своему генетическому коду демократ был. Он дальше хор ночи чуть дожду, хор ночи свободный человек, умешсагу, не раб, которых нам хотели Советский Союз, и Советский Союз юга решавига саму дальвар, диктатур даял, бюр, Советский Союз даял. А Заугаев в последний момент начал обманывать народ. Он это все принимал, он тогда сказал, за сохранение Советского Союза выступлю. Заугаев авторитет Айлер. Питер Заугаев водит их за нос и хочет обмануть. Вох патриот, вар Заугаев, Амил Шдеш, городу, маршу, демократия, свобода, независимость. И в этот момент он предал. Ну, не предал, и что водицу эру, но он показал себя. Итах эрделла ам. Эра делла цера дахакар, короче говоря. Дахакар и дахак шаша давок шайна цера. Кузакуэллен юлла. Временный высший совет. Сободел, что нагойч. Временный высший совет. Кола кулша. И движение яхажерис, да, незаконно и да, высеришь. Ну да ладно, пойдемте дальше. Дальше. 1 ноября 1991 года Чеченская республика де юра закреплена как независимое государство в документах президента и парламента Чеченской республики. Ингушский народ, избравший иной путь своего развития, перешел в состав РСФСР. 1 ноября 1991 года Советский Союз хинца юшун. Декабря, да, югу вас, 91
1 года декабря даяльшун формально. Вое уже 1 ноября президент уой, парламент уой. Ингушетину 1 ноября о закрепительных документах, как мы президент, парламент, независимое государство, Ингушетину пригородный район Шанюгуярзарю Нохчадак Аста. Цундела то РСФСР придел Оли и Ингушетия РСФСР приют. То есть Хинтел Российской Федерации Юбелуш. Вот. В ночь с 8 ноября на 9 ноября 1991 года, накануне инаугурации президента республики, была совершена первая агрессия против нашего государства. Российские десантники были направлены для подавления чеченской свободы. Народ поднялся на защиту своей независимости и блокировал эти войска. Москва запросила выдачу их. Чеченская сторона передала этих горе-солдат Кремлю во имя мира, во имя мирного существования наших стран в будущем. Воен переворот, я десантник чукисан спецназяйтан, короче, инаугурация, цаейт. Бол бахайшан, вой амо дa'вайтан, вой президента ларвина, вой независимость ларина. Десантник разоружить пинхалицан, югасхшан дабелла. Все, давайте, до свидания. Бой отца, бой щуца, бух, штабелла. 8 декабря 1991 года руководители 3 союзных республик, вот этот момент Юшишун Советский Союз, Ельцин Россия, Кравчук Украина, Шушкевич Белоруссия, подписали так называемые Беловежские соглашения, которые денонсировали договор об образовании Союза СССР от 1922 года, признав незаконность данного государства, возникшего из-за большевистского переворота в 1917 году. Мировое сообщество приветствовало это решение, так как распадалась ненавистная всем Советская империя. Понятно, да? Смотрите. Декабря, 8 декабря, через месяц во инаугурации Хильчултя, президент Хаджновой Даранчултя, бедаюях яхчун Советский Союз. Дудаев инаугурации яшхена, во советские государства уже дачун. У нас есть свое чеченское государство. Это чтобы мы понимали, вы вышли из России, олцер, и теперь аргумент, да? Давайте посмотрим, как они денонсировали вот этот договор, да? Постановление Верховного Совета РСФСР о денонсации договора об образовании СССР, то есть о прекращении об СССР. Постановление Верховного Совета РСФСР о денонсации договора об образовании СССР. Руководствуясь декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 с пунктом 15 статьи 109 Конституции Основного закона РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет денонсировать договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный Первым съездом Совета СССР 30 декабря 1922 года. Понятно, да? То есть через 69 лет после создания Советского Союза, 30 декабря 22 года, Хуалел Советский Союз, 12 декабря 1991 года, через 69 лет, почти 69 лет, Советский Союз перестал существовать. К тому времени у нас есть президент Джохар Дудаев, Дунян Амелов наблюдает, у нас есть парламент, все признано законным, Ингушетия отходит, это тоже юридический факт, который важен, потому что Ингушетия отходит и входит в состав РСФСР, это говорит о том, что к нам претензий нет. Ингушетию и принимать ее, а не Чечена Ингушетию принимать, а отдельно Ингушетию принимать. Значит, Чечения может жить свободно и независимость. Понятно, да? Пойдемте дальше, друзья. А что важного, что что нудных ета, что ну выше ета, что важный документ, что сохранить тогда, что я дальше. Так, далее.
Еще 17 августа 1917 года до большевистской революции чеченцы восстановили свою независимость, но незаконно были захвачены большевиками. Из сказанного вытекает, что Беловежское соглашение о развале СССР 1991 года, признанное мировым сообществом, подтверждало независимость и Чеченской республики. Смотрите, в 17 год восстановить Бог. Президент Джохар Дудай. Юридическая справка к вопросу о легитимности российской власти в Чечении. Ну, Ариега Мюгар, но для истории очень важно, чтобы это сохранить. В ходе 10 марта 23 года Президиум правительства Чеченской Республики, официальный сайт чеченской власти chechengovernment.com. Так, в ходе многолетней Кавказской войны России удалось захватить и присоединить к империи исконные чеченские земли и вести там колониальный режим правления. Право России на владение и управление данной территорией основывалось именно на факте военного захвата. Февральская революция 1917 года свергла монархический режим в России. Власть перешла к Временному правительству, назначенному 4-й Государственной Думой. Царь отрекся от престола, сославшись на волю народа и решение Временного правительства. Последнее в целях обеспечения законного правопорядка российской государственной власти обязывалось в кратчайшие сроки созвать учредительное собрание. Однако 25 октября 1917 года по старому стилю партия большевиков организовала государственный переворот в России, и Временное правительство было распущено и объявлено вне закона. Большевистский Петроградский совет и ВРК 26 октября 1917 года в одностороннем порядке образовали новое российское правительство СНК России. Однако СНК, в свою очередь, также подтвердил необходимость созыва учредительного собрания для обеспечения правопреемства государственной власти. 5 января 1918 года учредительное собрание начало свою работу, но большевики 6 января 1918 года распустили его, убедившись, что не в силах контролировать этот законно избранный народом для решения судьбы России орган. После этого вся полнота власти оказалась в руках большевистской партии и сформированных ею государственных органов. Ну и так далее, друзья. Шайг еще с концем формированию. В конце просто я сейчас посмотрю, что нас касается. Но отдельно видео я киса, наверное, на эту тему. Ладно, еще, я думаю, вам это все просто поднадоест, да? Так, далее. После развала СССР, возвращаемся к нашим пунктам. Это очень интересно. После развала СССР в 1991 году все вышесказанное приобрело иной смысл. 32 союзные республики из СССР приобрели статус суверенных государств, и они могли принять все его атрибутики. И 12 марта 1992 года Чеченская республика принимает в этом русле Конституцию суверенного и независимого демократического правового государства, созданного в результате самоопределения чеченского народа, и тем самым закрепляет субъектность международного права. Чеченскую республику признали легитимной властью Грузия 13 марта 1992 года. Это подтвердила в 2005 году и очередная власть Грузии в лице парламента своей страны. Таким образом, и де-факто, и де-юре Чеченская республика восстановила свою утерянную в 1918 году государственность от нашествия большевиков. Чеченская республика не входит в состав ни одной из стран остального мира, в том числе и в Российской Федерации Россия. Давайте посмотрим о Конституции сюда. И признала легитимность Грузия, то, что нас признала. Конституция Чеченской Республики, друзья. Вот Конституция, вы можете с ней ознакомиться, которая есть на сайте блога Аяда Идигова.
о признании, давайте вот этот документ я вам покажу, о признании правительством Грузии государственной независимости Чеченской Республики Ичкерия 13 марта 1992 года. Постановление Верховного Совета Республики Грузия о признании государственной независимости Чеченской Республики, признавая безусловное право народа на самоопределение на собственной исторической территории, Верховный Совет Республики Грузия постановляет: Верховный Совет Республики Грузия признает государственную независимость Чеченской Республики. Второе. Обмен ратификационных грамот произойдет в городе Тбилиси после восстановления конституционной власти в Грузии. Данное постановление вступает в силу по принятии. Временный председатель Верховного Совета Республики Кикнадзе Грузии Михаил М. Кикнадзе. Город Грозный, 13 марта 1992 года. Указ президента Республики Грузия о признании государственной независимости Чеченской Республики. Принимая во внимание решение демократически избранного президента и парламента Чеченской Республики от 1 ноября 1991 года и 2 ноября 1991 года, соответственно, а также вступление в силу Конституции Чеченской Республики, постановляю признать государственную независимость Чеченской Республики. Указ вступает в силу с момента его подписания. Президент Республики Грузия Зviad Gamsakhurdия. Грозный, 13 марта 1992 года. Постановление. Тогда Зviad Gamsakhurdия и его товарищи находились, председатель Верховного Совета, находились в городе, в Чеченской Республике, так как у них тоже в Грузии шли процессы, и КГБшники в лице Шеварднадзе пытались помешать становлению свободного независимого грузинского государства. И чтобы не было разногласий, не важно, где находится легитимный президент, он может находиться хоть на Марсе, если он принимает такое решение, значит это все законно. И чтобы не было вопросов по этому поводу, постановление, я вам еще одно зачитаю, постановление номер 1104 ИС парламента Грузии от 11 марта 2005 года о признании всех решений Верховного Совета Грузии и президента Гамсахурдия на весь срок их избрания. Парламент Грузии постановляет, парламент Грузии еще раз подтверждает, что Верховный Совет, избранный 1990 28 октября, и президент Грузии, избран 26 мая 1991 года, а также подчиненные ведомства, в том числе вооруженных сил и местные органы самоуправления, легитимны, законны в течение срока, установленного соответствующим законом. Заместитель председателя парламента Михаил Мачавариани. Тбилиси, 11 марта 2005 год, номер 1104 ИС. Это чтобы мы понимали, что все это законно и все это действует. Собор делаш, друзья. Ашмоле. Так, смотрите, троллики, слушайте, что говорю. Запоминайте, это исторические вещи, которые вам надо знать. Так, дальше. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной и осудила геноцид чеченского народа со стороны РФ Россия. Давайте посмотрим тоже, что здесь у нас. Так, это у нас страница не открывается. Ну, вы помните этот, там какие-то проблемы, может быть. Вы помните, что Украина проголосовала, это есть видео, фото, документы, все это имеется. 18 октября 2022 года Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной. И, кстати говоря, здесь важно отметить, что именно формулировки и работа, которая была проведена президиумом правительства, легли в основу признания Верховной Рады Украины Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной и осуждения геноцида. Чтобы вы понимали, что президиум правительства
если он не светится на всех экранах, ютубах, там, в тиктоках, это не значит, что работа не ведется. Работа ведется точечно и по мере необходимости и важности. Так, дальше. Чеченская республика вышла из состава СССР по праву, как и другие союзные республики из бывшего СССР: Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Туркмения и Киргизия. 7 июля 1992 года российские вооруженные силы покидают пределы Чеченской республики. Это первая территория СССР из стран соцлагеря. Не только СССР, но и Польша, Чехия, везде, где находились военные базы, соцлагерь так называемый, или страны Варшавского договора, откуда были полностью выведены российские войска, что подтверждает признание Россией независимости Чеченской республики. Тогда она еще не Ичкерия. Видите что? Вывод военного контингента говорит о том, что признают эту территорию свободной от их войск, от их влияния, от их силы. Это еще один очень важный факт. 7 июля это произошло. Первая территория, откуда вывели войска. В октябре 1992 года войска России в ходе так называемого осетино-ингушского конфликта вторгаются на территорию Чеченской республики. Конфликт был исчерпан подписанием протокола о выводе войск и неприменении силы. Этот юридический акт подтвердил признание Чеченской республики. Первое, это уже вторая агрессия, получается, совершается Россией. Перед инаугурацией президента они нам десант закидывают, агрессия. И вот они в октябре ингушские, помните, Руслан Аушев говорил, что геноцид ингушского населения в пригородном районе был совершен для того, чтобы втянуть в это Дудаева, чеченцев и зайти. И вот, как вы видите, они вторглись на нашу территорию, но как дипломатическим, политическим путем удалось это отрегулировать, урегулировать. И агрессия полномасштабная не пошла против нашего народа и государства. 26 ноября 1994 года военно-политический режим под видом оппозиционных сил совершает военную агрессию против Чеченской республики Ичкерия. Это была третья военная агрессия. Это уже третья агрессия. 26 ноября, вы все помните, когда мы их на голову разбили. 11 декабря 1994 года Россия осуществляет четвертую агрессию против чеченского народа. Причиной начала новой русско-чеченской войны была политика экспансии Кремля по восстановлению прежних территорий Российской империи. И на пути реализации оказался неуступчивый и героически сопротивляющийся чеченский народ. В этой схватке наш народ одержал победу. Кремль, потерпев поражение, вынужден вывести свои войска к концу декабря 1996 года. К началу 1996 года число войск Кремля в Чечне достигло 462 тысяч человек. Аргументы и факты. Первый номер выпуска. 1996 год. 462 тысячи. Они сейчас в Украину не загнали столько, сколько они тогда к нам загнали. На маленькую территорию. Таким образом, они хотели нас морально, физически сломить. В январе-марте 1997 года проходят очередные выборы власти Чеченской республики Ичкерия на основе Конституции Чеченской республики Ичкерия. Президентом избирается Масхадов. Избираются и депутаты парламента страны. Это происходит под наблюдением более чем 80 стран мира и присутствии миссии ОБСЕ. Россия поздравила избранную власть в Чеченской республике Ичкерия. Понимаете? Происходят выборы, избирается, давайте посмотрим, что у нас здесь о признании ОБСЕ говорит. О признании Чеченской республики Ичкерия ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 28 января 1997 года. В январе 1997 года после вывода с территории Чеченской республики Ичкерия российских оккупационных войск в нашей стране прошли очередные выборы
власти на основе Конституции Чеченской Республики Ичкерия и ее законов. За этими выборами наблюдали до 200 представителей из разных стран мира. Непосредственное наблюдение за этими выборами с принятием участия в их организации вела и ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Выборы были признаны состоявшимися, то есть избранная власть была признана законной и легитимной на международной арене. Президентом Чеченской Республики Ичкерия был избран Аслан Масхадов и был избран парламент страны, суверенного, независимого, демократического правового государства. Трудно переоценить это событие для чеченского народа с точки зрения международного права. Тогда наша страна сегодня незаконно находится под оккупацией. Вот документ, который составлен. Ну, короче говоря, понимаете о чем. ОБСЕ признал наш выбор. То есть мир, международные организации признавали нас как Чеченскую Республику Ичкерию и президентом, и парламент, наш Аслан Масхадов президент, и наш парламент в лице Ахьяда Идигова, кстати говоря. Он был председателем парламента в тот период. 12 мая, по-моему, если я не ошибаюсь, 12 мая 1997 года между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия подписывается договор о мире и принципах взаимоотношений, который чеченская сторона ратифицирует. А Дума России отказывается его ратифицировать независимым чеченским государством. Кремль устраивает вокруг Чеченской Республики Ичкерия всеобъемлющую блокаду. Договор они с нами подписывают, затем чеченская сторона ратифицирует этот договор, то есть парламент принимает, а Дума России отказывается его ратифицировать. И это начинается очередной обман, как Россия все время, она во время подписания этого договора, Россия пытается везде указать, что мы Чеченская Республика. Некоторые люди, которые представляют нашу сторону и договариваются с русскими, подыгрывают им. Они соглашаются, что не Чеченская Республика Ичкерия, а Чеченская Республика. Ну и что мы часть России, что нужно договариваться, третье, десятое. И начинается обман, как это было в Украине с минскими вот этими соглашениями. Помните, Минск-1, Минск-2, русские так говорят, сяк говорят. Короче говоря, идет обман, обычный обман, короче, с который русские всегда пытаются использовать и применить. 17 июля 1999 года Москва вновь начинает военную атаку против Чеченской Республики Ичкерия. Власть Чеченской Республики Ичкерия до 27 июля 1999 года безрезультатно пытается решить вопрос мирным путем. То есть, обратите внимание, что сообщает нам президиум правительства. 17 июля 1999 года начинает военную атаку против Чечни. Этому есть доказательства. Чтобы потом не говорили, Басаев там пошел в Дагестан, это случилось, третье случилось. Нет. 17 июля 1999 года Россия начинает уже агрессию. Нарушает договор, который с ними был у нас заключен. 6 августа 1999 года добровольцы во главе с Шамилем Басаевым идут в Дагестан по призыву дагестанцев в село Чабан-Махи и Карамахи. Карамахи я от себя добавляю, здесь не написано. Москва квалифицирует это как нападение на Россию. Активная фаза войны продолжается до декабря 2007 года, а затем переходит в партизанскую. Кремль насаждает на территории Чеченской Республики Ичкерия с 2004 года свою марионеточную администрацию. Гибнут президент Аслан Масхадов в марте 2005 года, Абдулхалим Садулаев в июне 2006 года. Президентом ЧРИ становится по праву вице-президент Докко Умаров. 24. Парламент Чеченской Республики Ичкерия принимает 2 декабря 2003 года постановление номер 1411 о полномочиях Ахьяда Идигова в зарубежье. Документ подписан и президентом Масхадова. Документ подписал и президент Масхадов.
Постановление вступило в силу с момента его опубликования и официальной печати 21 февраля 2004 года. Вопросы о легитимности и нелегитимности. Кто является законной властью от народом избранного президента Аслана Масхадова? Вот давайте посмотрим об этом документе. Парламент Чеченской Республики Ичкерия принял постановление, это вот то, что я вам читал. Давайте, смотрите. 2 декабря 2003 года о реорганизации внешнеполитической работы парламента за рубежом в связи с необходимостью внести изменения в организацию работы за рубежом парламент Чеченской Республики Ичкерия постановляет председателя комитета по внешним связям Идигова Ахьяда оставить для работы за рубежом с сохранением за ним должностных обязанностей. Возложить на Идигова Ахьяда полномочия организации и ведения всей политической работы от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия. 3. Отозвать из-за границы для работы на территории Чеченской Республики Ичкерия Тутакова Вагапа, сложив с него обязанности за рубежом. Постановление вступает в силу с момента опубликования и официальной печати. Исполняющий обязанности председателя парламента Чеченской Республики Ичкерия И. Ахматов, утверждаю председатель Государственного комитета обороны Чеченской Республики Ичкерия А. Масхадов. Нам тут некоторые заявляют, что есть какой-то ГКО вокруг Ахмеда Закаева и так далее, и так далее. Так вот, Аслан Масхадов, который председателем был ГКО, назначает Идигова. И какое ГКО вокруг там какого-то там Закаева, я не могу понять. Здесь все четко написано. Смотрите, документ перед вами, да, опубликованный как положено от 12 декабря 2003 года. Далее, пойдемте дальше. В октябре 2007 года глава МИД Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, находящийся в Лондоне, в военное время незаконно объявляет о том, что он уходит в отставку со всем своим ведомством. Причиной этой отставки он объявил устно, без предоставления каких-либо доказательств и так называемом предательстве президента Доки Умарова, выразившееся якобы сдачей Чеченской Республики Ичкерия Кремлю за 500 миллионов американских долларов и создание им Эмирата Кавказ. Сараляпа закаевцы и прежде ввели так называемые переговоры в 2001-2002 году, распространяли от имени власти отступническую концепцию обусловленной независимость Чечни и принимали античеченскую резолюцию 29.10.2002 года. 6 ноября 2007 года подельник Закаева, так называемый председатель парламента Жалауди Сараляпов, издает незаконное постановление номер 1Б о госперевороте. Давайте посмотрим, что это за госперевороте, о попытке конституционного перевороте. Это я уже вам много раз читал, друзья. Это вы все можете увидеть у нас на сайте, посмотреть. У меня в Ютубе можете посмотреть, и все будет отлично. Да? Далее, смотрите. 6 ноября 2007 года подельник Закаева, так называемый председатель парламента Сараляпов, издает незаконное постановление номер 1Б о госперевороте. Следующим решением Сараляпова без заседания так называемого парламента назначает Закаева на несуществующую в Чеченской Республике Ичкерия должность премьер-министра. Нет такой должности, друзья. Просто не существует ее. Таким образом, незаконно используя государственный сайт Чечен Пресс, при действующем президенте Умарове, президент еще есть, 6 ноября 2007 года, обратите внимание, декабря Докс Эмират Кавказ нашел. Декабря 2007 года. А 6 ноября 2007 года Акайра Шаш премьер-министр назначит.
Просто вой связь док рынгау бата цаби там всех быстро связи би актунч бат и 500 миллионов хатятся цу вой ичкери юха юх кан харадин вожадин аль тикчайшим преступлением вой президент связью тамяулш холлангаволш вой президент обвинит вой шавит ша премьер-министр вой дакайко и азбош датшун صحابي أن مسكوار صن أدوكات تدويش ده شونيس شون دوي أصلاً حبي أنوي ميشربي أنوي هر سخاي أولرسي هر أنيت يحسبيرو ودني لاتشبول نا يازين كيت دوشونر آيات إديغا وشونر أدين إز أفتر بلي أفتر إتو قيدشو чтобы цабарит أصلاً زكاية شيكتا ألشنا تيبا شاج أو غنيت يالاتشو Ваш мичер хабех концов штанер ца шин дюц олиш ца пренебрежительно ца высокомерно ца хом ол отцун ху ол так аслан са шин вирбок ярихтан бог закавин юхир цим правительству qirner гасқшант и болба Украина духал болба вирбок я ахча богча одинент амел долу предлагатеш из асланс бог أتطير أصلا ويرا وات يفكتيو إساقا زكاوين يوخي عليك شو كاك جنبيتا وي يتصوغنول إذا يشابش أتان ميتينغش كا هينسا عليك شبو جنبيتا دعوالي تون إبو أصلانس все. А вот то, что государственный делаешь дор. А сайн хиллага ашук дадицен. Аша диц. Шайн мелху штек. Хадиш ду. Я март нахи وي بريداتر شوانيوك خل بيش بات وي خلا وي تسقى قوچر دات وي قاچ غيرچ تسقى قوچر دات كديره وار حقوش بول преступник شبو اشما مو مل بيو بلا اش حقوش преступник شبو حقوش ووتسك حبراتو بو угар قيرمي угар خلنك так таким образом незаконное использование государственных часть и так далее. Подобно они демонстрировали и в прежних заявлениях. Давайте посмотрим, что за прежние заявления нам, то есть сообщает президиум. Заявление так называемого спикера парламента Чарльза Раляпова в 2007-2007 году о своем незаконном выходе, в ходе выхода из Меджлис Шура, изменения кворума там и так далее. Но это тоже я не буду все читать, друзья, есть еще что лучше. По прошествию более одного месяца отступничества Сараляпова закаевцев, президент Умаров 9 декабря, Ладолаш, по прошествии более одного месяца, омета 6 ноября, шадега сайте душун, это придумать дешун, проверить далуш душун, харсилк шушун, у сайте дойшу, chechen-government.com, юшун, харас YouTube канал, ссылки чуа юшун хар. Сайт доля зарегистрироваться, где подписаться, где сохранить, где еще изучить, чтобы вы лица дать, лоуста дать, хамилш дир дуэйн, патриот шхирбу, о топ кушбеш шхирбу, о хара шхирбу, вожа шхирбу, но бахуеги дер шидуа, ши омдуа кахуик швеги, кастан хульдуй, придумывать деш айдал хадах человек из-за кастан, из-за гушвы. Так вот, смотрите, 6 ноября закаюс Сараляповси, шаш айдал дуол, и только через месяц, больше месяца дальше, 500 миллионов, юхан хатсамш, док кулиля шу шадега имарат кайкя ячу шадега цан хучу терду, и мичарха и хундештуи. Вот вопрос. А сюег мудина камел. Закаевс, короче, ну, закая легитимный уйвати альча, сун как обывателю, простой сагихач, мухилер альчана. Докс имарат Кавказ датеса, закаевс и байр хал аина. Ичкери байрк. Имарат Кавказ ти латса, докс ичкери датеса, закаевс и хал аина. قيسجع حلقة ويحش واتر بوغ سويق إيش دويت سويق قيسجع حلقة ويحش واتر بوغ شابك أتس إمارات كوكازن دوك كنتي ويرزان سوت أدعبه ويرتن أتسيقليني يول تريوكش إذا это другая история та إمارات قولشي там Кавказ объединить деши войночичур и ниц и шабега на весь Кавказ движение и там шварбящий войнт и
и ниц джим лабящий войн геноцид майер юч халах деш камадарой полностью. И вот в этот момент никто не имеет права доку президент. Понимаешь? Дока Умаров есть президент. Саба оят сун мелчо док не истахиета, мухахиета сову президент. Дават саба оят. Хитишо. Потому что легитимно кому доверительно доку. Потому что президент Масхадау кому харжнак. Цуши нюхиватный вице-президент Абдулхалим Садулаеву и вельчултя Масхада винчултя декалхельчултя Абдулхалим хульшу президент. Цуши нюхи вице-президент докваттен хилла. Абдулхалим вима виня докхульшу. Кому харжан хульшу док. Ишт хайохшу ситуация. Кому хадохш. Айдал дуис. Источник власти. Ию эгена хе демократия бог. И демократия парачец ашючол. Да, цалцац болчак босис. Из-за ию и демократия. Оме выборы, ому харжа. Ибу и лерба биеш бол. Ибу. Хитишу. И в этот момент, через месяц, только объявляет. Окар бог. Президиуму, президиум, колосью. Сразу доки к связи были, шуда худу лилештек, худу милду, короче, уюк был пал нагалца бокш, кигаца беш, хом кастагерч бокш бунах, а цугайна хан мую, запи таджими касич юбар, кыш дайскыйчеш, запи сею и каси даяхит, шиқобут биз идакач. إذا لا دوغان حاجة إكرتsa يودا إذا ويتشوي ويتسوي إكرتsa ودا قيتsa خلا يوش كروتش قبوت بيبوت أخشوا خنيز إكرتsa يودا كريودا يو نزان ويعيتي يشو إيش توشك أميلش ديش حال دولاتش تسخينا قيتي شو إتقدا دوك 500 مليون دولار أسكشكر حقيقة سبوغ حنغا وقلوش وال دوكينا 500 مليون يوش خلا حنغا شيء تانومان казино شوليل دي شغل редукционистика. Ишт его кулш, вой сопротивление бехиеш, вой це кулш, вой дуга деш, разобщить деш, вой чамбокш, динум дуару, ардинек. Ишт госун хар. По прошествии более 1 месяца отступничества Сараляпа Закаевцев президент Умаров 9 декабря 2007 года тоже незаконно сложил себя полномочий, как частное лицо объявил о создании им Кавказа Имарат Кавказ, а себя его амиром. В такой ситуации члены всех ветвей власти Чеченской Республики Ичкерия с полномочиями чеченского народа продолжали действовать. В такой ситуации члены всех ветвей власти Чеченской Республики Ичкерия с полномочиями чеченского народа продолжали действовать. Докса Шин ша президент ву цабох Имарат кайкешхена. Я докка президент Чеченской Республики Ичкерия объявляю Имарат цабохцу. Цу Ичкерия адаитан как частное лицо, он говорит, ас Имарат Кавказ ху со амиру. Ичкерия цу бага йокшат, Ичкерия цу ма бохшдат. Видишь что? Трюк хелмек и инак царь. Цигу ахельбекинс пока дютиль дать, это после войны мы будем разбираться. Есть законная власть. Следуем за законной властью. Законная власть духаль вали. Преступнику. Хайн ла ахалахит, хайн сала ахаламахит. Потому что сун леари, соцакитари, сун цатови, там президенту иштбори. И президентом та иша был стрела, шадол мостовчен, и ниц, шинди берзин, ши чур нахбойш, хизавеш, бай абойш. حوق سجمة وي أخوز واخيات أش سوقوز أمني كروج تنوخا سون خا ديك كروج سايك ألدا خور سوقوز يوق شو عشو سون أتما دوي سون ديك خا أول أسنا بريمير تنوق تسخل قوم ويبريوز إيو ديمقراطية قوم شتات صدر إيو ديمقراطية قوم وديش دقدوج هايجر ديش دوي حوجة преступнику из Конституции, а я на Уголовном кодексе, а я на незаконный захват власти. Это тягчайшее преступление. Узурпация, попытка узурпации власти. Тягчайшее преступление. Ну да ладно, пойдем дальше.
такой ситуации и при всем при этом докс и дакайкича Амиру, Имарат, Кавказ, туда-сюда, и кайкин чултеха, قيد عبير شيء بولا بيشبو قومو خارجن بوش доку дайтин беша бу дайтин боцеш бу, но при всем при этом все, кто занимает свою должность, они остаются на своих должностях. Понимаете, да? Все, пойдемте дальше. Прошествие более 1 месяца отступничества еще они призывали Сараляпа закаевцев и Доку Умарова вернуться в конституционное поле Чеченской республики Ичкерия. И Эдел Беллобуй полномочия шел, что Эдля лечбеш. Цара закаеварга Сараляповига Бог, Докига Бог. Ювул хай конституционное поле ты ули Имарат, адаити хай Ичкерия президентство. Дагу. Однако стало очевидно, что это уже невозможно. Убедиться в этом позволили так называемые мирные переговоры закаевцев с марионетками в июле и августе 2009 года в Осло и Лондоне. Они сбросили маски и слились с оккупационными властями. Тогда 12 августа 2009 года люди с легитимными полномочиями от чеченского народа приняли воззвание правительства Чеченской республики Ичкерия. Воззвание, воззвание, самый важный документ душун. Масара диш душун. А с английским мати дехна, с YouTube канал те душун, с Facebook те душун, с массана держин душун. Воззвание правительства. Вой айдлу беш кайкам бушун. Шадига подробно, шадига описывать деш душун. Закая судина Москва хави адвокату дюч дешунес. Иза قزر وای بولش اتسلشن ال هما تدوش حدوشتول وای قوم خارجندول وای عيدلو بوش душунес. Чтобы вы понимали, да? Со цапитнаш дешуй, со не зулмаш дешуй, вот со бадеглох шу, бадег со шусанол ночью, со шусанол рядовой гражданину. Сунда шунсан бадег ди сен керма диння, сей дол хайкал, сей бол китамц. Харцуег милу баег милу, харжак астакастен, со шун дадозичу. И ак дала хал дала муха соинцуна последствия хля ас ишун доузич до. Иду аздештик. Все, я больше ничего не делаю. А сейн вирбок, яри сейн там оскорблять, вари угрош, яри виехаус, яри иди вожи, и шадега аса тоже доузич до. Потому что это уже свахаклуштек до. Аз ауш бол не ахаклуштек до. Ишун хади что. И воззвание обязательно масара иши шушун, харишун и воззвание. Воззвание обязательно иши шушун. 12 августа 2009 года я зиншун. Дигарш, дин. И дигарш, акирук цагельч. 9 года августа закаевар мирный переговор. Йошаш Аллах, Осло, Лондон, Дуквах Абдурахманов был шорк, цена ост. Цюнц переговорщи, аж тахумцал, дилда дулдеш. Хош кетта, ага, вай ишт от иха, короче, вай ичкери сдахтиещу закаевал. Алла, ишт организовать тиню и президиум правительства. Шиншара, дуакик дигаш деш, лукак дигаш деш, давайте там берт до конституционный, вай низам ты дают твой, вай бапонш ты дают твой бор. Дигаш, дин, кирук цагули гича, так, холли президиум. Не за месяц докс имарат дакайх елли, и власть скатуах сайн хайох криуал. И цугайна, и докс кайхича даже, и власть уже галвалла, дауит шуар конституции, галвалла, и цеолж доки еще 2 года прождали. Болга беш, цу богак деш, ком йол переговор, умниста диште. Ну шей, балуч эго шей белш беш. Дальше. В итоге 26 августа 2009 года был образован президиум правительства Чеченской республики Ичкерия, далее президиум в рамках Конституции и постановление парламента номер 1411 о полномочиях Идигова. В президиум вошли люди с полномочиями от чеченского народа, избранные на последних выборах Чеченской республики Ичкерия в 1997 году, январь-март, из числа депутатов парламента, членов ОМС и судебной власти,
а также из числа членов Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Люди, назначенные последним президентом Чеченской Республики Ичкерия Умаровым. Отбор в президиум прошел по строгому принципу. Это люди, выступающие против власти вражеского Кремля и строго придерживающиеся Конституции Чеченской Республики Ичкерия. Все члены президиума являются сопредседателями и поочередно возглавляют работу в этом временном рабочем органе власти Чеченской Республики Ичкерия. Принимаемые президиумом решения в виде постановлений есть единственный законные акты от власти Чеченской Республики Ичкерия условия оккупации территории нашей страны. 6 февраля 2023 года. А теперь о полномочиях парламента, о полномочиях Идигова. Хара Ашунтан Гайтан Хальдол документу о назначении Масхадовым и Ахматовым Ахьяда Идигова полномочий организации ведения всей политической работы от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия. Короче, ишт,